Количество инвалидов войны в декабре 1995 году составляло 914. По состоянию на 1 сентября 2024 года количество инвалидов войны 1, 2, 3 группы составляет 2767. Слава Богу, что этот фонд существует, потому что когда человеку очень плохо, трудно сегодня найти помощи. Ветеран войны на самом деле знает, тот, кто воевал с оружием в руках, он знает, какой вклад внес ветеран тыла. Мы шли на войну, на фронт не за льготы, не за награды, не за признание государства. Каждый шел, кто за жизнь шел за свою, кто за свой дом, кто за свою семью. Было бы важно, чтобы, наверное, и мне, наверное, в школьном возрасте где-то рассказывали не просто о них как о героях, а, наверное, о их пути. Статус ветерана Отечественной войны народа Абхазии и боевых действий закреплен в законе о ветеранах. В документе расписаны основные права и гарантии ветеранов, меры государственной поддержки. Кроме того, законодатель разделил фронтовиков от тыловиков, то есть расписал, кто считается ветераном войны, ветераном боевых действий, ветераном тыла, инвалидом войны. Ветеран Отечественной войны народа Абхазии 92-93 годов – это те люди, которые непосредственно сражались в этот период, находились на линии фронта, на линии боевых действий, независимо там и добровольцы, и все остальные, которые осуществляли поставленные задачи. Это вот ветераны Отечественной войны народа Абхазии. То, что касается участников боевых действий, это именно те лица, которые после окончания войны, как вам известно, как известно всем, у нас продолжались специальные операции, были боевые операции, это майские события Гагальского района, Кодорские события. И вот я думаю, что без внимания те люди, которые там принимали участие, которые получили увечья, которые получили ранения, многие погибли, не должны оставаться без внимания. Долго у нас дискуссии были, обсуждения были с депутатами 6-го созыва, с политическими ветеранскими организациями по поводу ветеранов тыла, по поводу ветеранов боевых действий. Кто-то ветеран войны на самом деле знает, тот, кто воевал с оружием в руках, он знает, какой вклад внес ветеран тыла. Потому что без ветеранов тыла войну выиграть было невозможно. Это те люди, которые помогали фронту. Это разные моменты. Там кто-то боеприпасы приносил, кто-то еду готовил, кто-то оказывал какую-то другую помощь. По-разному это там. Это те люди, которые официально, списочно, которые находятся сегодня в Министерстве обороны. Также списки, которые были тогда составлены во время войны, это именно те люди попадают в эту категорию. Ветеранам войны положены льготы и пособия. Размер ежемесячной денежной выплаты инвалидам войны зависит от группы инвалидности. В качестве дополнительных мер поддержки 50% компенсация коммунальных платежей, а также право на получение бесплатной медицинской помощи. Законодательством республики предусмотрены предоставление льгот. Это медицинское обслуживание, санаторно-курортное лечение, первоочередное обслуживание жилплощадью, также оказанием бесплатных медикаментов, льготы по обучению и трудоустройству инвалидов, выплаты пенсий и выплаты пособий инвалидам войны первой группы предусмотрено также законодательством. В зависимости от группы инвалидности, инвалидам войны первой группы предусмотрена выплата пенсии в размере 12 тысяч рублей, инвалидам второй группы 9 500 и инвалидам третьей группы 8 500 рублей. В январе 2024 году было повышение размера пенсии, вот и на сегодняшний день такие установлены размеры пенсии. Также инвалидам войны первой группы предусмотрено в соответствии с постановлением Кабинета министров выплата пособия в размере 10 тысяч рублей. Эти выплаты производятся ежемесячно. Инвалиды войны из числа добровольцев, их количество составляет 9 человек, семьи погибших из числа добровольцев 64. Это те граждане, которые состоят у нас на учете. Пенсию мы ежемесячно перечисляем на их счета и предоставленные им счета по месту их фактического проживания.
Закон о ветеранах был принят в 2023 году, а в этом году в него внесли изменения, по которым бесплатно получать лекарства в государственных аптеках смогут не только инвалиды первой и второй групп. Такими же льготами могут пользоваться инвалиды третьей группы при наличии рецептов. В утвержденном правительством бесплатном перечне 26 групп лекарственных препаратов и 30 медицинских изделий. Пенсионные расходы инвалидам войны составляют более 28 миллионов рублей в месяц. В списке 2767 инвалидов трех групп. Ежемесячные расходы на выплату пенсии инвалидам войны первой, второй, третьей группы, а также инвалидам войны из числа добровольцев в месяц это приблизительно 28 миллионов 200 тысяч рублей. Но эта сумма ежемесячно она меняется. Количество инвалидов войны в декабре 1995 году составляло 914. По состоянию на 1 сентября 2024 года количество инвалидов войны 1, 2, 3 группы составляет 2767. То есть количество Увеличивается. Все, что касается здоровья инвалидов войны и их реабилитации, в компетенции Государственного внебюджетного фонда инвалидов. Бюджет его формируется из отчислений с заработной платы и составляет в этом году 228 миллионов рублей. Ветеран самостоятельно или с помощью родственников обращается в фонд с заявкой на помощь. Тут важно оказать помощь в максимально короткие сроки и без лишней бюрократии, говорит заместитель председателя фонда Эмзар Ашуа. За 8 месяцев текущего года фонд выделил более 130 миллионов рублей на нужды тех, кто приближал победу. 287 человек находились в стационарном лечении за полугодие. Было потрачено 2 миллиона 800 тысяч рублей. Материальная и социальная помощь на обследование в Российской Федерации 38 человек. 380 тысяч рублей было потрачено. Я еще раз повторяю, это на полугодие. На сегодняшний день эта цифра очень больше. Материальная помощь на лечение Российской Федерации, расходы связанные с прибытием, убытием, то есть это билеты покупаем, дорожные им даем, 261 человек, это 12 миллионов 160 тысяч рублей. Помощь семьям на погребение 39 человек, это 3 миллиона 900 тысяч рублей. Стоматологические услуги 169 человек, 15 миллионов 30 тысяч рублей. Санаторно-курортное лечение 142 человек, 6 миллионов 150 тысяч рублей. Лечение в санаторно-оздоровительных комплексах за пределами 13 миллионов 732 тысячи рублей. Слава Богу, что этот фонд существует, потому что когда человеку очень плохо, трудно сегодня найти помощь. Внушительная статья расходов фонда инвалидов – медикаменты. 36 миллионов рублей выделено в рамках этой статьи за 8 месяцев. Чуть меньше 32 миллиона на медицинские услуги. Тот, кому требуется высокотехнологическая операция, выезжает за пределы страны. Деньги фонд перечисляет на счет лечебного учреждения, а расходы на дорогу поступают на банковскую карту ветерана. Увеличилось количество онкобольных и с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Недавно обращался человек, которому в Москве и в Питере сказали, что 4 миллиона надо на операцию сердца, да, и он в Минздрав ходил, и, не знаю, по кабинетам везде ходили, а потом пришли к нам. Мы сперва, и потом премьер-министр отписал бумагу, помочь, обратить внимание на них. Но 4 миллиона для одного человека для нас это чуть тяжеловато. Я попросил в Армении, чтобы посмотрели, насколько возможно эту операцию провести. Они сказали до 2 миллионов. Мы его отправили, прооперировали. Сегодня уже себя хорошо чувствует, слава Богу. И вот таких случаев много, когда сюда приходят на грани смерти, люди находятся, да, и ни у кого нету, наверное, 2-3 миллиона, кто подарит. У нас чуть тяжело с этим. Но есть фонд, который, несмотря на то, что расходы у нас большие, потому что 3000 инвалидов практически, да, и 228 миллионов, это чуть с математикой, если посмотреть. Но мы стараемся, отсюда никто не уходил без помощи, кто бы не обращался, за что бы не обращался, мы реагируем, это знают, это говорят. Насколько возможно помочь, мы стараемся помочь всем,
по обеспечениям лекарственным препаратам, по зуболечениям, по зубопротезированию, очки, там, санатория, неважно. То, что касается здоровья. В основном сердечный, очень много сердечных, шунтирования. Было 5 шунтирования, кому делали, 4. И стендирование тоже по 5, кому делали, по 3, по 2. Ну, в основном сердечные, сосудистые. Потом печень, у кого часто вот мы берем гепатитные лекарства. Мы уже за этот год, не знаю, больше 100 человек, наверное, пропили это лекарство. Да, каждый год почти по 100 человек. Ну, стараемся, чтобы наши братья чуть-чуть хоть здоровее выглядели, наши сестры, которые медсестры наши. Помочь всем. Ветераны не прошли вот положенную реабилитацию, период реабилитации послевоенной. Кто-то обращается к вам за психологической помощью? Да, есть у нас несколько человек, которые психиатрия требуется, психиатрия. Мы бывало и в Краснодар отправляли, да. И у нас, естественно, тоже психиатрия, но стараемся в основном куда-то там в Краснодар или куда он скажет, если кто-то там из родственников, где они хотят, туда отправляем. Вы сказали о том, что удалось сделать, чего не удалось сделать, и вот вы хотите это сделать, но нет достаточных денег. 228 миллионов – это не сумма для 3000 человек. Многое хотелось бы сделать. Хотелось бы здесь открыть курортные санаторные дома, например, в Атхарах или там, ну, есть еще у нас, всю жизнь к нам приезжали для санаторий, чтобы отдыхать к нам. А мы куда-то ездим, деньги тратим, увозим деньги отсюда. Хотелось бы, конечно, здесь построить где-нибудь санаторий, чтобы наши братья не мучались куда-то ездить. У нас для этого места есть, слава богу, и в горах есть, и на море можно построить, не знаю, но в связи с тем, что такого бюджета у нас нету, приходится пока работать, как работаем. Вопрос реабилитации и ветеранов, и инвалидов стоит с самого окончания боевых действий, с момента окончания боевых действий, так как не было никакой ни психологической реабилитации для комбатантов, скажем так, сколько было случаев суицида сразу после войны, сколько, скажем, наркоманов из числа участников боевых действий. То есть они, кто дожил дожил до 30-летия Победы, кто не дожил. Кавалер ордена Леона Виктория Хашик до начала грузинской агрессии работала в Сухумской поликлинике стоматологом. Началась война, и девушка, не задумываясь, пошла на фронт и возглавила штаб медико-санитарного батальона. Роль медиков на войне сложно переоценить. Это они под пулями вытаскивали раненых с поля боя, оперировали их и возвращали с того света. Они-то знают, как важно в мирное время проявлять заботу о тех, кого искалечила война. По медицинской части инвалидам войны оказывается практически максимальная помощь, на что имеет возможность наше государство. Не забывайте, что эти деньги фонда – это все бюджет Абхазии из денег налогоплательщиков. То есть это спасибо народу Абхазии, который поддерживает и материально помогает инвалидам. Медицинская помощь оказывается в виде санаторно-курортного лечения, предоставления бесплатных путевок инвалидам войны, затем медикаментов, жизненно необходимых медикаментов, которые выделяются по рецептам врачей, то есть чисто рецептурно идут. Затем стоматологическая помощь. Я как стоматолог знаю, что стоматологическая помощь очень дорогая, и практически ни одному инвалиду не было отказано в стоматологической помощи. Очень большие суммы идут на это, и все профессионально, помощь оказана профессионально. Деньги выделяются на то же МРТ обследование, на лабораторные обследования. Я считаю, что в полном объеме, то есть в достаточном объеме. Во-первых, в первую очередь инвалиды первой группы нуждаются в поддержке, потому что они не в состоянии сами обеспечить себя. Поэтому в первую очередь им помощь. Затем инвалиды второй группы, которые действительно не молодеют, людей вывозят за пределы Абхазии, им оказывают полную медицинскую квалифицированную помощь за счет фонда инвалидов.
То есть практически фонд инвалидов оказывает всем нуждающимся, обращающимся в фонд необходимую помощь. Есть еще госпрограмма по улучшению жилищных условий, где заявления инвалидов первой группы рассматриваются в первую очередь. С 2018 года действует программа по предоставлению финансовой помощи для приобретения жилья. За 5 лет реализации данной программы было рассмотрено положительно 66 заявлений инвалидов войны первой группы. То есть им были выделены денежные средства на приобретение жилплощади. Программа, она в общем распространяется на многодетные семьи, где дети инвалиды, но первоочередным являются это инвалиды войны первой группы. При нашем министерстве ведется эта программа. Там нет такого, что я сейчас буду лезть в чужую работу, но скажу, там нет такого, что выделили деньги, и он пошел, потратил. Нет. Там они заключают договор купли-продажи, и денежные средства перечисляются на продавца, на счет того человека, который продает. Это все нотариально оформляется. То есть наличные? Нет. 66 заявлений инвалидов войны, которые были поданы на приобретение жилплощади, они рассмотрены положительно, им выделены средства. По данным военных историков, непосредственных участников боевых действий 13 970 человек, тыловиков 4188 человек, добровольцев 2310. В чувствительном для ветеранов вопросе, сколько же точно реально воевавших, не могут разобраться много лет. Есть и те, у кого статус инвалидности под сомнением. Таковых 17 человек. В соответствии с законом статус инвалида войны устанавливается медико-социальной экспертизой, а причинно-следственная связь она определяется сведениями, представленными архивом Министерства обороны об участии, ранении, контузии либо заболевании, полученные в период войны. И исходя То есть вы ориентируетесь на документы, которые... Для того, чтобы возникло право на пенсию по категории инвалид войны, необходимые документы, то есть это медицинское заключение, медико-социальной экспертизы, где прописана причина инвалидности, группа инвалидности и сведения архива Минобороны, что в период войны получил ранение, контузия или заболевание. Граждане, которые состоят у нас на учете как получатели пенсии, при назначении себе, при обращении за назначением пенсии, они представляют необходимые документы. В первую очередь это подтвержденный статус инвалида войны и сведения, которые предоставляются с архива, что он принимал участие в период войны, получил ранение, контузию. То есть там уже говорить, что нет права. При поступлении информации о том, что тот или иной пенсионер не принимал участие, либо не был ранен в период боевых действий, нами, конечно же, проводятся работы. Мы запрашиваем пенсионное дело, изучаем каждую справочку, которая приобщена к пенсионному делу, и рассылаем запросы в соответствующие инстанции с целью проверки. И если данный факт каким-то образом подтверждается, то пакет документов направляется в судебный орган. На данный момент говорить о том, что нет там права, на сегодняшний день я не могу, потому что данный факт не подтвержден. Но на сегодняшний день нами с фондом инвалидов ведется работа, где 17 граждан, дела которых пока на рассмотрении. Тимур Ширгеля, депутат парламента, создал комиссию. Сейчас скоро будет перерегистрация всех ветеранов. То есть всех ветеранов перерегистрация заново провести. А тех, у кого мы остановили, их документы будут переданы этой комиссии. А потом уже совместно с комиссией будут решать дальнейшую судьбу этих людей, у кого остановлена пенсия. Пока на этой стадии. То есть возникли сомнения в подлинности тех документов, которые у них были? Документы-то в порядке, документы-то сделаны в порядке. Там насчет документов ничего не скажешь лучше, чем у меня. Но дело в том, что сами не являются таковыми, так скажем. Ветеранами? Ветеранами, может, они являются, но не инвалидами. Инвалид войны – это только тот, кто побывал в боевых действиях. Еще раз повторяю.
Тот, кто в тылу находился, не может инвалидом войны быть без ранения, без ничего, без контузии. В основном у нас такие, у кого отнято. По районам, по военкоматам, по всем районным военкоматам Минобороны задание дало. И будут проходить каждый в своем районе, где человек прописан, где на учете стоит. И я думаю, это до конца года закончим перерегистрацию. Хоть будем понимать, сколько живые, сколько уже умерли, правдивую информацию не имеем до сих пор. Но эти списки растут или уже нет? Ну, как сказать, инвалиды сейчас тоже, мы же остановленно имели инвалидность, чтобы получить 2 года, эта организация была закрыта. Открыли в прошлом году, и теперь проходят настоящие ветераны, которые стеснялись, до этого говорили руки-ноги целые, но в связи с возрастом уже, и когда помощь нужна, тоже экстренно, чтобы кто-то помог, только это может фонд, а фонд, чтобы помог, если инвалидом войны не является, мы не можем помочь ветерану. То есть настоящие сейчас идут, но немного их сейчас, количество немного, около 100, наверное, добавилось. Это за какой период? За вот этот год и полугодие прошлого года. Ну, за год, скажем вот так, немного, до 100 человек. И я думаю, что теперь-то поменьше, по крайней мере, настоящие, потому что списки к нам присылают, те, кто заявление подают на инвалидность, списки МСЭК присылает нам, а мы рассылаем по районам, где наши ребята сидят в каждом районе. Они узнают, кто такой, где был, что делал и так далее. Тому, кому не положено, не пройдет. На празднование 30-летия Победы фонд инвалидов выделил семьям погибших из Гудауты и Ткварчала по 10 тысяч рублей. В этом году получатели единовременной помощи будут из других городов республики. Это небольшая помощь от фонда матерям, потерявшим на войне самое дорогое, говорит Имзар Ашуа. На этот год у нас рассчитано Чамчира и Гагра. Тоже 3 миллиона. Вот каждый год мы закладываем 3 миллиона, чтобы раздать семьям. В случае смерти инвалида войны выплачивается пенсия нетрудоспособным членам семьи. К нетрудоспособным членам семьи относятся несовершеннолетние дети, либо дети, ставшие инвалидами до достижения 18 лет, жены, родители при достижении возраста 50 и 55 лет. Им устанавливается пенсия в размере с учетом повышения 7500 ежемесячно. Данное количество семей умерших инвалидов на сегодняшний день составляет 757 семей, которые у нас состоят на учете, кому мы ежемесячно выплачиваем пенсию. Также у нас есть семьи погибших. Им тоже мы выплачиваем пенсию. Также вот у семьи, у всех членов семьи есть, ну, нетрудоспособных членов семьи есть право на пенсию. На сегодняшний день те льготы, которые прописаны в законодательстве Республики Абхазия, да, можно сказать, что в полном объеме реализуются. И на 30 лет 2 раза мы сделали, мы собрали 100 человек, наших девочек и ребят, сделали стол. Ну, теперь и по закону теперь запрещены с бюджета расходовать на какие-то мероприятия деньги. Это не только у нас, по всем. И во-вторых, это просто, ну, конечно, хочется приятно девочкам, хотя бы нашим медсестрам, там, стол сделать. Ну, 2 года подряд мы это сделали, там, цветы подарили и так далее. Конечно, приятно и нам, и им. Но в связи с тем, что у нас много больных, очень много больных, и практически мы каждую неделю выкладываем, да, сколько обращений в неделю. 10, 7, 8 на выезд, только на выезд, за пределами. А остальные, там, стоматология здесь внутри тоже по 10, по 15, это каждая неделя. То есть в неделю сколько вот вы тратите в неделю? Денег? Да. Ну, это не скажешь, ну, 9-10 миллионов в месяц. В месяц. То есть в неделю мы отправляем 7-8 человек, представляете? Вот каждая неделя. 5 человек, 4 человека. Вот у нас есть 5 дней на рассмотрение бумаг, да? Когда человек заявление подает, у нас по закону 5 дней. Но мы, бывает, и 3 дня не ждем, или 2 дня не ждем, если есть возможность отправить человека поскорее. Мы отправляем экстренно. Зачем 5 дней ждать, если можно это за 2 дня сделать? Человека мучать.
Так что у нас в этом плане все налажено, слава богу. Билеты покупаем, дорожные даем. Инвалид ничего ни за что не переживает. Если инвалид первой группы, то сопровождающему тоже даем. И дорожные даем, и билеты покупаем. Мы шли на войну, на фронт не за льготы, не за награды, не за признание государства. Каждый шел, кто за жизнь шел, за свою, кто за свой дом, кто за свою семью, кто за свободу шел Абхазии. У каждого, ни у кого не было цели, чтобы мне, я пойду, я потом буду грабить Абхазию, и мне льготы обязаны дать. Никто за это не шел. На фронт каждый шел, у каждого было свое. Кто хотел уехать, тот уехал. Допустим, кто как себя вел до войны, тот также себя после войны, скажем так. Я, допустим, работаю. Я наоборот думаю, кому оказать помощь, то есть в меру своих возможностей, кого принять, кому помощь оказать. Я не надеюсь на то, что государство придет и поможет. То есть это каждый из ветеранов, каждый из инвалидов, я не считаю инвалиды первой группы, я не считаю, допустим, онкозаболевания, не беру в расчет. Внимание надо уделять в первую очередь погибшим, чтить память погибших и чтить людей, которые действительно инвалиды первой группы. А так внимания нам достаточно уделяется. С каждым годом убывают ряды ветеранов, тех, кто сражался и вышел победителем. Попрощаться с ними достойно, обязанность живых. Если инвалид войны умер, то мы 100 тысяч погребения даем, и потом к нам обращаются. Вот мы ведем учет, это за полугодие 36 человек, а так до конца, в прошлом году 70 человек за год. Человек инвалидов погиб. Да. Это не считая ветеранов, кто не имеет инвалидности. И все семьи знают о том, что есть такая программа, и они приходят? Конечно, если даже не знают, мы сообщаем, но все знают это, слава богу. Даже сейчас. Если не знают, конечно, если мы слышим, что инвалид войны где-то умер, у нас по районам сидят люди, ребята, которые все это контролируют, смотрят, кто умер, если умирает наш ветеран, инвалид, орденоносец, там караул, чтобы поставили, чтобы почетно похоронили. Часто помощи от государства ветеранам недостаточно, а жаловаться и просить они не будут. Тут на помощь приходят общественные организации. Быть посредниками между ветеранами и государственными органами вызвались дети ветеранов. Идею поддержали старшие. Общественная организация «Дети ветеранов», созданная в прошлом году, объединила более 30 молодых людей. Кому-то необходимо простое человеческое общение, у кого-то нет денег на реконструкцию памятника воину, но чаще требуется медицинская помощь, говорит руководитель организации Адицацужба. Было подано в организацию заявление от матери без вести пропавшего, в котором она просила изыскать возможность оказания помощи для ее оперативного лечения. Оперативное лечение, если я не ошибаюсь, катаракты. И с запросом наша организация обратилась в Министерство здравоохранения, где организация «Дети ветеранов» просила оказать содействие в решении вопроса изыскания средств для оперативного лечения матери без вести пропавшего. Естественно, мы все дополнительные документы приложили о том, кто она, кто в семье является без вести пропавшим, и само заявление, обращение в организацию. Очень оперативно мы получили ответ от Министерства здравоохранения, средства были изысканы, помощь была оказана. Важно отметить, что с Министерством здравоохранения мы работаем чаще, так как именно такого рода запросов и обращений у нас очень много. Именно по, наверное, лечению катаракты только было 4 обращения, и все они, практически все, были удовлетворены, за что мы очень благодарим Министерство здравоохранения, министра и всех тех сотрудников, которые занимались решением данного вопроса, потому что, во-первых, не оставили без внимания, и решение было найдено, и помощь была оказана. А также у нас вот был запрос от семьи Зураба и Заура Бакелия.
Это один из них герой Абхазии, другой награжден орденом Леона. К сожалению, оба ветерана погибли на поле боя с 92-93 года. Семья обратилась с запросом изыскания средств на реконструкцию памятника. Да, семья чуть в сложном положении находилась, и ввиду такого вот сложного материального положения мы изыскали средства из бюджета нашей организации и помогли вот отреставрировать данные памятники по запросу. Акцент на знании истории своей страны формирует у детей чувство уверенности в себе и гордости за народ. Поэтому так важны мероприятия, призванные сохранять и передавать следующим поколениям историческую память о событиях и героях Отечественной войны народа Абхазии. Наша молодежь очень заинтересована получать знания. Вот чем больше я с ними работаю, тем больше я убеждаюсь в этом. Если было бы для них больше информации, если бы было бы для них больше мероприятий патриотического характера, в которых будет больше рассказываться о героях, об их вкладе и вообще, наверное, просто как о личностях, не просто там о том, что вот данный человек стал героем Абхазии, а какой он путь до этого прошел. Вот, например, Арзамет Тарба был выдающимся теннисистом, Мушни Хварцкий – это вот выдающаяся личность в своей области. То есть для меня было бы важно, чтобы, наверное, и мне, наверное, в школьном возрасте где-то рассказывали не просто о них как о героях, а, наверное, о их пути. День Победы и независимости – самый главный праздник нашей страны. А его герои, конечно же, ветераны. Те самые, без которых не было бы этой победы, возможности жить в свободной стране и развиваться. В основном ветераны мало думают о себе, своем благополучии. Их главное пожелание сегодня – не растерять завоеванное, доставшееся такой дорогой ценой. Хочу поздравить народ Абхазии, всех жителей с Днем Победы. В первую очередь я хочу поздравить медико-санитарный батальон свой. Девочки, мальчики, с Днем Победы вас. Самое главное – здоровье и мирного неба над головой. Это самый главный сейчас вопрос. С Днем Победы хочу пожелать мирного неба. Я желаю, чтобы не забывали своих героев.